Мартовская рыбалка – это одна, наверное, из самых приятных разновидностей зимней рыбалки. Начинается преднерестовый ход рыбы. И в этот момент, возможно, очень хорошие такие результаты встречи с крупной рыбой, ну и просто как бы такие веселые, полные поклевок рыбалки. Можно, конечно, во время преднерестового хода просто встать на произвольном месте и ждать, пока эта волна пройдет, но надо учитывать то, что рыба идет не просто как вот пароход вверх по течению. То есть, если ей понравилась ямка, она в ней остановится, ей понравился перекат, она на нем поохотится. Вот если это просто как бы неинтересный с точки зрения рыбы участок, рассчитывать на то, что рыба там остановится и будет ждать, пока вы как бы попадете под нос твистером, не приходится, даже как бы в такие клевые моменты. Основная добыча той же щуки в это время не шибко большая по размерам. Скажем, поставив там 12-сантиметровый твистер, можно, в общем, пролететь по собственному желанию. Есть одна еще специфическая вещь, это не только для марта, но и для зимней рыбалки вообще. Хотя плетенка является расходником, я бы советовал на зимнюю рыбалку оставлять хвостики, которые совсем уже собирались выкинуть, потому что они как бы для летней рыбалки малопригодны, там же вот кусок остался 50 метров, ну, то не все. Вот. Очень удобно их использовать на зимней рыбалке, потому что плетеная леска очень сильно страдает в этот момент просто от того, что она повреждается кристаллами льда, которые на ней намерзают.